Вот приехали. Раз, два. Печка, палатка, тепло и сухо. А вот ужин у нас из чего и когда, это уже неизвестность. Пока вот так. Сегодня только приехали. Менгуля падает помпо. Смотрите, ребята, вот такая красота. Стою на острове. И у нас тут местные. Вон, Филипп Потапыч. Смотри, вот такой, не маленький. Вот тут. О, олень дикий. В общем, мозаика. Делаем обход, смотрим всегда как. Вчера почти ночью прибыли. Сейчас будем искать, где лучшие условия для охоты. Называем обход, нашли озерцо маленькое на безымянном. Назвали имя Губа Кинича. И сегодня посмотрим, переночуем, завтра решим. Ужин. Унькан. Где унькан? Утки, рыба. Тут магазин природный. Вот так вот. Унькан. Супчик. Супчик. Вот такой вот ужин. Санна, что, пойдем? Вода спала. Вот. И закончилась водичка.
Ну-ка, смотрим. Ручки. Рыбки играют. Нет, не впала. Перетеклась все здесь. Так, положение хорошее. В принципе. В принципе, хорошие. Ну вот, дела сделаны. Ой-ой. Пора и продвигаться. О. Сегодня жарочка. Вечером, наверное, придет дождик. Я бы пошел. Жарко. Немножко душновато. Этот моноходик меня не слушается. Валяет туда-сюда. Как угодно гуляет. Из чего же, из чего же, из чего же деланы наши мальчишки. Песня такая была. Ну что, сегодня, по-моему, предпоследний день. А почему еще 2 дня? Вот. И я зайду не вечера, а поутру, часиков так 3. Испытаем, как говорится, судьбу дедушку Баяная. Прикинь, что он скажет. Что, мужики, сегодня 1-е, наступит 2-й день. А пока, как говорится, темно. Вместо того, что просто сидеть, хочу немножко, да, темновато, но ничего, немножко рассказать, чтобы не уснуть, поговорить о ружье. 15-17 лет владел, купил ружье, как и все многие жители России, МР-ку 153, 1-я, камуфляжная и так далее. За всю эти 17 лет
было 2 осечки. Именно осечки. Патрон был азот. 1 день, 1 стая на уток. И это на скоротке сидел. Садились, по-моему, 4 черка. Решил стрельнуть. А осечка. Пс. Затвор, замок. Потом 2 осечка. Я после этого разочаровался в этом патроне. Вот. С тех пор не покупал. Потом уже очень хорошая, надежная, ни грязи, ничего не боится, работает. Но всему есть предел. Да, я тоже стреляю не 1 сотню за сезон. Но летом, считай, если грубо, там весенние, ну и трупан, если считать весенние, летние, получается, в сезоне там 200-250 выстрелов. И на осенний, пока не ходил на большого зверя, ну, 7 лет, скажем так, тоже осенью на уток активно охотился. Ну, там максимум 100 выстрелов. Итого, грубо говоря, 300-350 в год стрелял. Потом времена изменились, и ружье стал плеваться. То есть дробина попадает. Я очень был уже надежно знал, на какую дистанцию, зависимо от патрона. И, как говорится, затюнинговал ружье. Поствольные патроны добавил, аж 13 раз стрелял. И это и погубило мое ружье. Во-первых, стал заедать механизм. После особенно появились патроны Magnum. Вот. На турпана я стрелял магнумом. Но был такой дурак. Извините за выражение. За признание можно. Вот. Потом стал заедать. Я стал ударять ружье вниз, чтобы механизм заработал. Застревал, пружина застыла, назад не сможет. А если по земле так ударить, механизм срабатывал. Вот. И после нескольких лет такого способа ствол начал загибаться. Там, где выводят пороховые дырки, в этом месте очень тонкие в любой ружье. Вот. Там стал в последнее время не попадать. В чем дело? Решил посмотреть на ствол. А оно у меня чуть-чуть там миллиметров 3 загиба. И я поправил, ну как-никак, с металлом я на «ты», поправил, стал хорошо стрелять. Но механизм заедал. В смысле при перезарядке. Именно перезарядки. Во время стрельбы нету. Ну вот. Стал вопрос покупки нового ружья. И в это время появился МР-155. Вот. И все стали сразу же
первый же год покупать, на второй год бросать их за бортом, как говорится. Вот. Ну, уже качество было не та. Все искали МР-153. Я говорю только о Якутии. Вот. Я решил к этому вопросу отнестись серьезно. Вот. В это время вместе со мной 17 лет назад приобрели ребята иностранные ружья. В основном в то время начал в наших краях популярно был иммерсионное ружье Бенелли, Бенелли Комфорт, Бенелли Винчи и так далее. Но их стоимость была 4-5 раз дороже. За одно ружье мог купить 4 или 5 раз штук МР. Вот. В то время человек был зависим от зарплаты. Вот. Если у тебя зарплата, то у тебя уже все по полочкам, ограничен очень-очень. Вот, как стал, как говорится, своим делом занялся, появились нужные моменты, ключи, стал набирать, выкладывать заначку и так далее, на ружье вкладывал. Потом все спустя лет так 7-5 те, которые приобрели Бенелли, стали вдруг отказаться продавать. Покупали за 100, за 70, там, за 80 стали продавать. Я спрашиваю, почему и зачем такую дорогую и так далее. Ну, ребята говорили, да, заедает, патроны специальные нужны, стреляет только полумагнумом и так далее, и так далее. И все стали переходить на Беретту. И мне тоже посоветовали ребята, если будешь покупать ружье, бери Беретту. А у Беретты, сами знаете, моделей немало. Вот. И окончательное решение остановился на Беретта А400 из класса, да? А400 Extreme Unico. Вот он. Ну, система Kicks понижает отдачу на 33%. Да, это действительно тут мягко. Но, ребята, темно, холодно, не хотел там, пока, как говорится, турпа не летит, времени терять. И сзади там что-то шумит. Михаил Потапович что-то меня сегодня беспокоит. Тут резиночка. Вот. Газовый. Камуфляж. Пластик. Тут тоже пластик. Резина. Ствол. Вот. Низкая планка. Ну и, соответственно, кошачий глаз и насадочка. Ружье очень легкое, в отличие от Америки. Приобрел 2 года назад. Угу. Вот. После выставки клинок мои московские товарищи, друзья, посоветовали магазин Кольчуга. У них работала там дисконтная карта. С помощью их помогли скинуть от общей суммы полтинник. Да-да. Так что я приобрел, получается, за 120 рубликов.
Вот. В то время был за 170. Ну, скидочка, то все. Дисконтик поработал за 120. За что я ребятам благодарен очень до сих пор. Приобрел. Выехали на охоту в Тверскую область, Махсахинский район. Постреляли. Первый выстрел и сразу утка. Потом друг понял, я мажу. Очень сильно мажу, не знаю куда. Либо вверх бьет, либо низ бьет. Ладно, там был апрель, там у них был сезон. Ко мне приехал домой, стал это самое на сезон уток стрелять. Тоже. Да, на воде сразу. Бьет сильно, да, бьет кучно. У него там футлярчик, насадочки разные. Ну, там по-английски там full, то есть чок, получок и, соответственно, цилиндр, да? Вот. Ну, я менял. Ну вот цилиндр более-менее попадал. Ну, что-то тут не то. Ребята шутят, но стоимость за 170 тысяч приобрел, она должна сама стрелять, правильно? Мне было неловко. Ну, по тарелочкам тренировался. Некоторые дистанции попадал, а процентов 70 нет. А Мерка такой нет. И я стал спрашивать, ребят, подскажите, как вы селитесь? И большинство тех опрошенных сказали, мы на мушку не смотрим, мы смотрим на ствол. То есть селимся с помощью ствола, говорят. Как это так? С помощью ствола. Такого не может быть. Ствол как ствол. Ну вот, взял, не прикладываешься, как вот так. Вот. А они просто так вверх. Не так, а вот так. То есть как? И посоветовали, возьми не 100 патронов, а 1000. Постреляй, найдешь, где там момент. Ладно, стал приобрести много патронов, не 200, а уже 750. Нынче такой у меня аппетит. Вот. Возрос резко. И, соответственно, добыча тоже возросла. Никаких нареканий. Ружье стреляет идеально, бьет сильно. Те, которые скроты напротив, говорят, что там у вас одно ружье, если стреляет, то вода аж 2 метра вылетает, говорят, бьет сильно. Ну, можно и поспорить, а так по звуку совсем другая, чем МР. Не глухое там бам-бам, а конкретно ктыш-ктыш-ктыш. Типа так. Вот. И этой весной мне посоветовал мой магаданский друг приобрести насадочку Тикс. Ну, это красивая шняга с дырками. Короче. Вот так. Дырочку. Ну, я думал, для чего, спрашивается. Ну, сказал просто, улучшает попадание на 36%. Ну, ладно, не поверил. С помощью переданному ему контакту позвонил. Ребята из Москвы отправили. Надо сказать, быстро. Пришло посылочка как раз перед открытием сезона. Сразу шумит что-то. Сразу испробовал.
летят два черка, два выстрела. Вообще идеал. Как будто из глаз грязь вытащил. Результат поражает. До этого были одни разочарования. Ну, один из 3 выстрелов было попадание, а два уже, к сожалению, воздух. Вот поэтому очень много расхода патронов. Вот. С помощью этой насадочки я и не лукавлю, ребят. Это не реклама, а просто совет от Бурдыка. Вот. С помощью этой насадочки стал попадать. И не только попадать, и целиться, и вообще машина требует действительно именно механизм, машина, этот предмет, так называемый беретта, требует иного отношения. Ну, купил ты УАЗик, неважно какую, буханку или хантер, вот, или купил новенький тот же крузак, вот. На УАЗике по болоту сейчас в лесу, давай гуляй, он все вытерпит, да. На крузаке давай гуляй, фиг погуляешь, у трассы остановишь, пешком пойдешь. Вот такое отношение требует это ружье. Это не означает, что я не всегда вожу, не везде вожу, ношу, то есть и так далее. Это не так. Просто отношение совсем другое. Ну, цена, качество, результат огроменный, огромный. Вот. И уже душа лежит. Умэк у меня дома стоит. Лажа. Эх, извини, братан. Новенького взял с кейсиком транспортником. Все отлично. Открыл. У меня разбирается очень просто. Один клик. Поднимается ствол. Обратно. И один клик. Закрывается. Все. Вот такой механизм. Ничего там крутить. Все. Насчет этого все отточено. Вот. Утка прилетела. Так вот, ну, дистанция поменялась. Бью желательно уже 50, свыше стреляю. Учусь. Вот. А что касается насадочки Тикс, у меня там разновидности, по-моему, 5. У меня получок, вот, и миллениум, по-моему, или медиум, вот, медиум, ага, и нормально. В чем принцип этой работы? Уходит дрот со ствола, вот, уходит, и с контейнером, без контейнера, ну, контейнер и без контейнера это сказка, по идее, маркетинговый ход. Вот, уходит дрот, летит и летит друг на друга, бьется и так далее. А с помощью этой насадочки все ровно уходят. То есть у вас не один такой удар, а именно вот такой получается. Так что процент попадания сразу увеличивается. Уж поверьте моему слову. В декабре этого года до 19-го у меня есть еще одна лицензия на приобретение гладкоствольного ружья. Вот. Ну, сейчас годик такой у меня, годик строительства, но я должен приобрести еще одно ружье.
Я жду в России вот буквально даже не месяц, 3 недели назад стали поступать ружья Беретта А400 Extreme Plus. 5 видов в этом классе. Ну, Макс 5 хочу приобрести. Стоимость не знаю, но не дешевая, это уж точно. Почему Макс 5? Ну, во-первых, у него планка высокая. А если планка высокая, то и попадание, нахождение цели быстро делается. Это факт. Это факт. Вот. Но в остальном все та же. Такой же механизм, только тут другой и широченный магазин. Тут патронный засовок тут расширили, и тут большой. И вместо этой кнопочки тут большую сделали. Добавили тут резинку, очень нужную, чтобы не скользила. Тоже кикокс. Вот, и высокая планка. Аж, по-моему, на 2 сантиметра. И 2, по-моему, мушки там посередине ствола. Вот здесь и здесь. Ну что, быстро нашел охотник цель. Вот этого я хочу. А если я хочу, то до декабря должен приобрести. У меня 2 пацана. Вот, стреляют, охотятся. Вот, как и полагается народу Саха. Вот. В данный момент они дома. Кто-то учится, кто-то соревнуется. Ну, там Олимпиада, лето-поля. Вот. Ну, нужно еще парочку прикупить, как минимум. Рекомендую. Очень хорошее изделие, очень хороший инструмент. Дело не в солидности, а дело именно в качестве изделия. МРК стреляет максимум 20 тысяч, 25, кто-то говорит. Но я посчитал, примерно до этого не дошел, ребят. Пределов 15 тысяч. За, скажем так, грубо так, за 15 лет. А вот как рекомендует фирма Беретта, миллионник. Миллион выстрелов. Это я не успею в своей жизни. Так что внукам пойдет. Хорошее вложение. Так что не надо скупиться. Для настоящего охотника все должно быть настоящее, надежное, не считая, начиная с ружья, заканчивая с техники. Но пока с техникой у меня не все ладушки. Ну и это будем подтягивать потихонечку. Ну, вообще-то охота — это смысл жизни. Охота не увлечение, не развлечение. Вышел человек на природу, стал, как говорится, аж нога затекла. Стал, как говорится, и пошел охотиться, и стал охотником. Это не факт. Охота для нас, для настоящих мужиков, это именно выживание. Мы выживаем не ради охоты, мы выживаем именно, отвлекаемся от суеты, не только от домашней, от проблем, просто энергетику. Ну и тут тоже не гостиница класса люкс.
И мы тоже тут приходим, на природу выходим. Каждый день не похож друг на друга. Тоже испытания, другие места, другие отношения к природе. Это смысл жизни, охота. Я не понимаю тех людей, которые не охотятся. Да, есть ребята, которые охотятся на юбки. Те, которые ходят 2